нам 61 граждан по разным вопросам, которые волнуют их для дальнейшего устройства своей жизни. Бесспорно, конечно, граждане в первую очередь нуждаются в оздоровлении. Поэтому сегодня оказана помощь. Надо сказать, что более того, еще обращались к нам горожане, поэтому к центр СПИД обратились 70 человек. Среди сдавших анализы ВИЧ не выявлено. Что всегда традиционно имеет огромное значение проведение флюорографических обследований. Их тоже прошло более 40 граждан. Значит, есть изменения в легких, тоже они взяты на контроль совместно с участковыми уполномоченными для дальнейшего лечения таких граждан. Их единицы, надо сказать. Мною принято 52 человека, из них 8 направлено в стационарное лечение в наркологию. Ну вот желающих вылечиться, то есть получить специализированную наркологическую помощь, на сегодня оказалось вот 8 человек, готовых уже лечь, обследоваться и пролечиться. А есть лица, которые не уверены, что есть проблемы с алкоголизацией, но при расспросе мною выявлено, что все, кто у меня были, так или иначе употребляют алкогольные напитки в том или ином количестве. Но все сведения понятно, что субъективные, объективных данных как таковых, конечно, нет, но судя по внешнему виду, конечно, люди, употребляющие спиртные напитки. Один из обследованных мной не отрицает, что употреблял наркотические средства довольно длительное время. Ну, перестал. На данный момент он не употребляет. Терапевты у нас работали сегодня, значит, были задействованы врачи первой поликлиники, где на ПЦР организована также проверка более 20 граждан. В палатке, предоставленном Главным управлением МЧС Российской Федерации по республике, было организовано ИП Хуршидов горячее питание. Все, кто захотели, получили возможность, хорошую возможность попить чаю и, значит, поесть горячее. Организована работа управления внутренней миграции Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия, которая выражается конкретно в том, что, значит, человек, если потерял паспорт, ему выдается или временное удостоверение, идет фотографирование, здесь совершенно недалеко, стоит, значит, 200 рублей. Это все оплачивалось линией жизни, и разово тоже помогли сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в республике. Также была оплачена госпошлина, поэтому 3 граждан получили непосредственно прямо здесь на месте паспорт гражданина Российской Федерации, 6 временных удостоверений. Даны вообще консультации, более 40 консультаций по вопросам оформления документов. Конечно, это проведена, мы считаем, очень такая серьезная работа. Внимание уделяем анкетированию, поэтому отмечается тоже очень огромная работа сотрудников Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия, Управления Федеральной службы исполнения наказаний, которые вели учет, документирование граждан, которые обратились, ну, с точки зрения их автобиографии, судьбы, как они очутились вот в такой ситуации, уже с последующей работой психологов, как им, как говорится, помочь таким гражданам, если желают вернуться в нормальную жизнь, ну, в дальнейшую устроить свою жизнь.
Мы уже 9-й раз проводим эту акцию. Сегодня я не как сотрудник, а я нахожусь в отпуске, поэтому вот решила помочь своим коллегам. Сижу на регистрации, вот у меня уже почти 9 человек через меня прошли, но имеется в виду, заполнили анкеты. Был сегодня тоже один молодой человек, который вот недавно освободился. Он говорит, я не знаю, куда идти. Вот сидел почти 13 лет. И он говорит, я вот не знаю, что мне делать сейчас. Я говорю, надо, наверное, идти в некоммерческую организацию, отсюда вот начать и, наверное, начать новую жизнь. И параллельно здесь тоже работа Терех, линия жизни, Алмаз, которые тоже работали сегодня очень дружно. Практически 6 человек устроились в Терех. Это тоже при наличии отрицательного ПЦР-теста. То есть акция, безусловно, проводится с соблюдением всех ограничений. Значит, на линию жизни изъявили желание 2 и Алмаз 1. Тоже к ним прием проводится в соответствии с соблюдением ограничительных мероприятий. Вот сегодня вы приняли решение все-таки лечиться, да? Да, конечно. Вот сами сознательно. Сознательно, да. А вот в чем, как вы считаете, вот, проблема таких людей, как вы? В чем это безволие или еще что-нибудь? Безработицы и бездомье. Это личная проблема. У каждого личная проблема. А вы как? У кого-то дома нет, у кого-то жилища нет, у кого-то работы нет. Вот из-за этого вот это сопьются вот так. С точки зрения некоммерческой организации можем сказать, да, что акция безусловно нужна. Она во многом облегчила жизнь нам, НКО. Да? То есть мы это говорим как люди, которые каждый день занимаются вот этой проблемой и ощущаем вот эту вот поддержку, получается, и помощь от органов госвласти мы на постоянной основе. Поэтому, если бы не было, конечно, такой акции, и резонанса бы, конечно, такого не было. Я думаю, в некоторых вопросах нам было бы гораздо труднее, конечно же. Данная акция помогает непосредственно НКО, нам в том числе, да, тем, что привлекает внимание и общественности к вопросу бездомных людей, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и органов государственной власти. На примере нашей организации мы можем сказать о том, что мы в этом году получаем поддержку от всех, получается, уровней госвласти. Акция проходит с большим количеством людей, разных организаций, ведомств, учреждений. Но акция это проводится несколько раз в год. А мы уже, получается, на системной основе в каждом дне работаем с этой категорией людей, да, уже какие-то механизмы у нас уже до автоматизма, можно сказать, четко выстроились. Это восстановление документов, поиск работы, помощь в подработке, да, для таких людей. То есть, да, уже все четко. Мы в рамках своего проекта «Не лишние люди», который поддержал фонд президентских грантов, еженедельно по воскресеньям кормим людей возле Никольского храма в обед. Как правило, это с 12 до часу дня. И раздаем там вещи, как женщинам, нуждающимся, так и мужчинам. Туда приходят не только бездомные люди, но и нуждающиеся, то есть малоимущие. Мы, получается, мониторим, да, ситуацию на улице города, и, соответственно, уже в рамках своей работы, да, мы озвучиваем цифры, которые мы видим.
И надо подчеркнуть о том, что по мнению социально ориентированных некоммерческих организаций, к сожалению, бездомные молодеют. Поэтому мы это отмечали и на 8-й социально-благотворительной акции «Путь дому». Для этого необходимо, чтобы органы местного самоуправления вели очень точечную, конкретную работу при личном контроле глав муниципальных улусов районов, помощь в защите прав граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которым нужна реальная помощь. Дальнейшее анализировать, поступившие анкеты, и уже есть договоренность с подключением департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы правительства Республики Саха-Якутия совместно с землячеством организовать уже осуществление доставки домой тех граждан, которые по итогам акции пожелают домой. Сегодня мы имеем в виду яркий пример работы амгинского землячества, которое 2 граждан уже возвращает домой. Внесли и вносим в адрес прокуратуры МВД Республики Саха-Якутия предложение, которое касается изучения возможности заключения 3-стороннего соглашения между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии, МВД по Республике Саха-Якутия и каждого муниципального района, который бы мог позволить организовать тесное межведомственное взаимодействие уже на стадии, когда ранее отбывшие наказание в местах лишения свободы и подлежащие освобождению уже мог буквально вот с этой минуты попасть под такое очень внимательное отношение глав муниципальных районов для последующей, скажем так, профилактики и правонарушений, которые они могут совершить, и в отношении него, которые могут совершить уже с содействием трудоустройству, решением всего комплекса вопросов, которые требуются для дальнейшего сопровождения такого гражданина, сделать некий, возможно, такой опытный пилотный проект для последующего тиражирования на всей территории республики. Сегодня очень важным является вопрос работы, эффективной работы комиссии по содействию трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы. И здесь важным является активизация их деятельности, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы главы муниципальных районов обратили внимание на такую форму работы, которая в конечном итоге тоже направлена на защиту прав граждан.